Инвестиции – слово, которое в последние годы становится не только популярным, но и модным. Но большинство людей слабо себе представляют, что же такое инвестиции. Сегодня вокруг инвестиций образовалось много слухов, легенд и мифов, а также мошеннических схем. Давайте разберем самые распространенные из них. Согласно статистике по региону, большинство схем, которые используют мошенники для обмана, это как раз инвестиционные проекты. Иногда, читая или слушая новости, удивляешься тому, как легко люди вкладывают миллионы, несмотря на многие признаки того, что эти схемы подозрительны и опасны. К сожалению, вовлекаясь в такого рода авантюры, люди расстаются с огромными суммами. Как вы уже поняли, далее в нашем новом выпуске передачи про деньги мы продолжим говорить об инвестициях. Сегодня у нас в гостях Платонова Светлана Александровна, финансовый советник брокерской компании, эксперт по финансовой грамотности. И вместе с ней мы постараемся раскрыть всю правду об инвестициях, разберем функционал инвестиционных и финансовых советников и подробнее расскажем вам о том, какие безопасные схемы существуют в мире инвестиций. Здравствуйте, Светлана Александровна. Добрый день. Скажите, пожалуйста, еженедельно в отчетах правоохранительных органов мы видим информацию о том, что очень много жертв, которые пострадали в результате участия в каких-то сомнительных инвестиционных проектах и так далее. Да? Вот. Мошенниками используется, в принципе, одна и та же схема. Это звонок, потом они отправляют скриншоты якобы с платформы, доказывая тем своей потенциальной жертве, что их проект самый выгодный для него, и заставляют жертву устанавливать приложение, демонстрируют выгоду, и в результате этой схемы вообще получается, что у человека просто блокируется личный кабинет, якобы связанный с какими-то санкциями, запретами и так далее, которые вводит государство. Да? И чтобы этот личный кабинет разблокировать, жертву заставляют вносить еще больше денег, чтобы уже вернуть и те деньги, которые он вложил, и вернуть заработанные. Светлана Александровна, давайте пройдемся по этим пунктам, так как вы являетесь действующим финансовым советником. Расскажите, так ли на самом деле происходит? То есть с чего начинается взаимодействие брокера и клиента? Действительно ли это взаимодействие начинается с телефонного звонка? Если с него, то кто и кому звонит, о чем говорит и что предлагает? Так, давайте начнем с первой части, да, которую вы озвучили, о том, что звонят на телефон потенциальным жертвам и говорят о том, что мы вам предлагаем такую-то схему, вы можете заработать большие деньги, и так далее, со всеми уже вытекающими последствиями. Тут совет может быть только один. Да? Если вы не планируете, если вы не ожидали этот звонок, то вы просто отключаете телефонную связь и не разговариваете, вы не продолжаете разговор. Бывают случаи, когда человек сам ищет какие-то возможности в интернете, находит какой-то контактный номер и начинает связываться уже по теме, которая его интересует. Допустим, его интересует высокая доходность, которую он хочет получить. Скорее всего, если это какой-то незнакомый номер, если это неофициальная брокерская организация, да, которая имеет лицензию Центробанка, вы тоже попадете на мошенников. Такое тоже может быть, когда вы сами тоже что-то ищете, какую-то возможность заработать, но звоните вы не тем людям, а с той стороны вас ожидают. И тогда у вас действительно могут пропасть все ваши деньги, которые вы якобы вкладываете для того, чтобы получить высокую доходность. Как это должно быть на самом деле? Как это должно быть на самом деле? Человек, который желает вложить свои свободные деньги на фондовом рынке, он осознает, что инвестиции всегда сопряжены с очень высоким риском. Если это очень высокий риск, то мы делаем аналогию с предпринимательской деятельностью. Да? То есть предприниматель, когда вкладывает свои собственные средства для того, чтобы извлечь прибыль, он понимает, что может потерять вообще все. То же самое с инвестициями. Даже на официальной московской бирже, допустим, если мы работаем внутри российского контура, да, даже если вы туда пришли с официальным брокерским счетом, если вы
вкладываете свои деньги в определенные активы, и что-то пошло не так, и даже там можно потерять, в общем-то, все. Поэтому основное правило – вы вкладываете только те свободные денежные средства, с которыми вы готовы расстаться, допустим, на длительный срок, там, от 3-5 лет, даже больше, и либо вообще их не увидеть никогда, если что-то пошло не так. То есть вы должны быть к этому готовы. И не бывает такого, что вам гарантируется высокая доходность. Это законом запрещено. То есть мы можем говорить только об исторической доходности, которая была 5 лет назад, 3 года назад, 10 лет назад. Да? Но что будет там в ближайшие год, 2, 3, какая будет реальная доходность, эту информацию говорить запрещено, потому что это невозможно это спрогнозировать. Мгм. И смотрите, стоит ли человеку, получившему, например, человек ответил все-таки, он не стал соблюдать то основное правило, да, не разговаривать с незнакомцами, он заговорил. И незнакомец предложил ему выгодное предложение. Стоит ли этому человеку сначала проверить все-таки брокера или инвестплощадку? И где это может он сделать? Для того, чтобы проверить этого брокера, настоящий это брокер или это лжеброкер, первым делом при разговоре необходимо уточнить информацию, что это за организация, и записать название этой организации, взять контактный телефон. После этого прервать разговор, переварить всю информацию, которую вам озвучили. Если это все-таки вам кажется очень заманчивым, интересным, все очень высокую доходность вам предложили, зайдите в интернет, поищите информацию в поисковике об этом брокере, обязательно посмотрите отзывы. Если есть официальный телефон, вы можете позвонить самостоятельно по телефону горячей линии, вам дадут контакт или переключат вас на финансового советника, у которого вы уже сами можете уточнить, что вам позвонили, вам предложили такую-то доходность, вам предложили такой-то продукт. Правда ли это? Действительно ли так? Если это официальная организация, если они действительно делают холодные звонки и предлагают что-то, то с вами продолжат работу, в общем-то, уже в официальном порядке. И там уже вы разберетесь. Да? Но если вам говорят, что мы такого не делали, это точно не мы, то вы уже понимаете, что это мошенники. То есть вам надо будет все равно уточнить информацию, перезвонить самостоятельно и услышать уже у официального брокера подтверждение той информации, которую вы получили по телефону. Отлично. А вот скажите, вот здесь у вас промелькнуло так финансовый советник, да, то есть нужно обратиться к финансовому советнику. Вы являетесь финансовым советником и управляете брокерской компанией, официальным партнером брокерской компании в Республике Саха-Якутия. И часто ли вы звоните по видеосвязи своим потенциальным клиентам? Бывает такое? Так, давайте разграничим, что такое финансовый советник и что такое инвестиционный советник. Есть еще инвестиционный советник. Ага. Да? Сразу оговорюсь, что инвестиционные советники, их индивидуальных предпринимателей, которые могут быть инвестиционными советниками, в нашем регионе их нет. Да? Потому что инвестиционный советник, он должен находиться в реестре Центробанка. Чем он отличается от финансового советника? Финансовый советник, он больше занимается личными финансами. То есть он проанализирует вашу ситуацию личную финансовую. Он даст вам какие-то рекомендации, поможет вам составить личный финансовый план, поможет вам уменьшить вашу кредитную нагрузку, поможет вам разобраться с вашей подушкой безопасности и другими вопросами, касающимися ваших личных финансов. Да? Там, по оплате налогов, как лучше поступить при выборе кредита, кредитной карты и так далее. Он также может давать и инвестиционные рекомендации, но это будут неофициальные инвестиционные рекомендации. Вы можете к ним прислушиваться, можете к ним не прислушиваться. Он, в общем-то, за это не будет отнести ответственности. Всегда человек должен понимать, что если он говорит о деньгах, то он должен заниматься деньгами все-таки самостоятельно. То есть он несет ответственность за свои деньги самостоятельно. Тот, кто обращается. Тот, кто обращается, конечно. Кто такой инвестиционный советник? Это советник, который как раз-таки официально может вам давать инвестиционные рекомендации именно по инструментам фондового рынка и по производным инструментам фондового рынка. То есть он, когда подходит к нему клиент или потенциальный клиент, обязательно должен делать риск профилирования. Это будет официальная бумага. Он должен изучить
инвестиционный профиль потенциального клиента или клиента, который к нему подошел. Это тоже будет официальная бумага. Далее он должен расспросить про финансовые цели, про горизонт инвестирования, то есть на какой срок у вас будет составлен ваш портфель. И он под своей подписью рекомендует вам какие-то инвестиционные продукты на фондовом рынке, и он несет ответственность за свою рекомендацию. Несет официальную ответственность вплоть до штрафов, которые у них очень высокие. Поэтому он, конечно, очень серьезно относится к своей работе. Так? Обязательно он должен находиться в реестре Центробанка, он сдает ежеквартальную отчетность, у него очень строгая эта отчетность, и если что-то пойдет не так, то его очень быстро могут исключить из этого реестра инвестиционных советников, и также он может нести административную ответственность, то есть на него могут накладываться штрафы. А какие размеры штрафов? Штрафы очень высокие, там могут быть и 150 тысяч и выше. Поэтому инвестиционный советник – это очень большая ответственность. Ну, действительно. Так, финансовые советники от организаций официальных, которые имеют лицензию Центробанка, они работают, поскольку работают в организацию, организация она находится в СРО, которая имеет право тоже вести такие инвестиционные рекомендации, то есть вести такую инвестиционную деятельность. А у нас в Якутии вообще вот сколько финансовых советников, сколько инвестиционных советников? Вот, потому что звонки же поступают гражданам Якутии, и как... Вот вообще, чтобы люди понимали, да, что вообще у нас на рынке, вот на этом именно в этой сфере, что творится. Инвестиционных советников в реестре картину. Центробанка в Республике Саха-Якутия на сегодняшний момент нет. Нет вообще. Инвестиционных советников, то есть индивидуальных предпринимателей, которые являются инвестиционными советниками. Официальные финансовые организации, такие как крупные банки, они, естественно, имеют право вести такую деятельность инвестиционную, поскольку у них есть лицензия Центробанка. Так? И у них есть брокерское обслуживание, они выполняют эти функции. Да? И, соответственно, их финансовые советники, они могут давать такие рекомендации. То есть крупные организации финансовые, которые можно найти в 2 ГИС. В общем-то, к ним можно обращаться, если у вас возник такой запрос, что вы хотите инвестировать на фондовом рынке. То есть они в открытом доступе, спокойно человек может прийти в офис банка, проконсультироваться там, получить полный расчет, все, со всеми, то есть полностью он получит, чуть ли не детальный финансовый план там, на несколько лет стратегирования. Или как это происходит? Если человек заинтересован в том, чтобы открыть брокерский счет, он может в мобильном приложении своего банка открыть брокерский счет. И там доступны, в общем-то, уроки по финансовой грамотности. Там доступна и, это не будет такая персонализированная консультация, но какая-то информация все равно будет. Если же вы хотите более подробно, чтобы конкретно с вами работали, да, то вам необходимо все-таки обратиться лично в офис, да, и искать ту организацию, которая под ваш запрос вам подходит. То есть есть брокерские организации, которые, в общем-то, для них это побочный вид деятельности брокерское обслуживание, поэтому у них не будет такого индивидуального подхода. Поэтому тогда вы будете искать другую организацию, которая более такой подход, более индивидуальный. То есть вы уже будете искать под свои запросы организацию. Но все равно это должна быть официальная организация, у которой есть лицензия Центробанка, и они могут проводить вот это брокерское обслуживание. И, соответственно, у них есть финансовые советники, которые могут вас хотя бы проконсультировать. А вообще мой совет всем – это повышать уровень финансовой грамотности самостоятельно. Потому что, когда вы наладите свои вопросы с личными финансами, и у вас начнут появляться свободные денежные средства, у вас все равно возникнет вопрос, а что делать с этими деньгами дальше. И тогда уже можно заинтересоваться вопросами инвестирования сначала самостоятельно, потом, изучив определенную литературу, посмотрев сайты и так далее, вы можете уже, во-первых, вы будете уже сами разбираться. То есть вы не будете сидеть на консультацию финансового советника и просто понимать, что вами управляет, что для меня это вообще белый лист. Да? То есть вы сможете, во-первых, вести беседу. И если что-то вам непонятно, вы будете спрашивать, потом вы самостоятельно можете этот вопрос уже изучить. То есть вы все равно будете в теме. Это очень хорошо. В любом случае изучать финансовую грамотность, изучать вопросы собственных денег, как их грамотно вложить, это всегда полезно. Это полезный навык. Абсолютно верно. И вот как профессионал вы явно можете определить мошеннические схемы, да? Давайте расскажем нашим телезрителям о самых распространенных видах инвестиционного мошенничества.
правильно же сказала, что инвестиционное мошенничество есть такой термин? Конечно, да. Ну, самое распространенное – это, конечно, финансовая пирамида. Действуют уже эти финансовые пирамиды, ну, больше 100 лет, наверное. Основоположник – это Чарльз Понци, вот его имя осталось в истории, да. Принцип один. Значит, создается такая финансовая пирамида, обещаются огромные доходности. Первым вошедшим в эту пирамиду за счет новых притоков денежных средств выплачиваются деньги. Эти выплаты могут быть очень высокие, они могут быть регулярные, да, но до того момента, пока не иссякнет поток желающих уже войти в эту финансовую пирамиду, когда уже не приходят новые клиенты, прекращаются выплаты. Сначала они снижаются, сокращаются, да, эти выплаты, потом они вовсе уже прекращаются, эти выплаты. Тогда финансовая пирамида схлопывается, организаторы, те, которые, значит, сняли все сливки с незадачливых клиентов, они исчезают, потом их начинают разыскивать, да, но у них уже в голове новый вариант, новая финансовая пирамида, и так начинается все по кругу. Поэтому и существует так много лет. Есть какие-то определенные признаки вот, ну, финансовых пирамид? Давайте, может, на них остановимся более. Основной признак – это то, что организация не имеет лицензии Центробанка на ведение подобного вида деятельности. То есть вы можете зайти на сайт Центробанка cbr.ru и просто в этом реестре через поисковик написать название этой организации. Если ее не присутствует в реестре именно имеющих лицензию, то у них сейчас есть реестр финансовых именно, да, мошеннических организаций. Возможно, вы эту организацию найдете там. Да? Если нет ни там, ну, все равно лучше туда не идти. Ну, в любом случае, ведь признак, когда организации предлагают очень высокий доход, это же сразу знак, как восклицательный знак, как красный свет, да, то есть стой, не ходи туда. То есть он же так должен срабатывать. Ну, конечно, потому что я уже и говорила, и еще раз озвучу, что гарантировать высокую доходность на фондовом рынке, вообще высокую доходность гарантировать, это законом запрещено. То есть если вам говорят, мы гарантируем, говорят, что это будет очень высокая доходность, ну, это уже понятно, что здесь что-то не так. Скорее всего, это мошенники. Конечно, это уже красная тряпка. А что вы можете сказать о мошенничестве с криптовалютными инвестициями? Вот, ну, часто вот тоже проскальзывают такие случаи, когда граждане принимают участие, вернее, их призывают принимать участие именно в таких проектах. В последнее время криптовалюта действительно пользуется популярностью, особенно последние 2 года. Но это связано с тем, что это новый вид финансовых активов, который, в общем-то, наверное, ну, интересно вкладываться для тех людей, которые в этом разбираются. Все-таки это, если фондовый рынок является темой тоже неисчерпаемой, да, то криптовалюта – это вообще, ну, вселенная, которая еще более непонятна для людей, которые никогда не сталкивались с такими финансовыми активами. Поэтому изучать, конечно, необходимо. Наверное, за криптовалютой будущее, можно так сказать. Да? И у нее есть свои плюсы и есть минусы. И вот основной минус в том, что это хайповая тема, на которой как раз-таки финансовые мошенники могут сейчас очень хорошо зарабатывать. И предлагают вкладываться в этот финансовый актив, в криптовалюту, но если человек в этом не разбирается вообще, скорее всего, он действительно имеет дело с мошенниками. Ну и я хотела бы напомнить, что если вы открываете счет на криптобирже, то вы обязательно должны, во-первых, уведомить об этом налоговую службу, а если вы там проводите операции, даже если вы официально это делаете, то вы ежегодно должны отчитываться тоже в налоговую службу о каждой продаже, покупке, вот, о тех операциях, которые вы проводили на криптовалютной бирже. То есть это даже если вы официально этим занимаетесь, вы не забывайте о том, что есть такая ответственность. Вы должны уведомить об этом налоговую службу. Ну, а если вы этим занимаетесь и не понимаете вообще, что вы делаете, скорее всего, это, конечно, мошенники. Эта тема очень такая, ну, очень надо быть осторожными именно с криптовалютой. Ну, то есть, когда человек обращается в официальную, например, компанию, которая является, ну, работает на криптовалютной бирже, официально, ему сразу, наверное, предлагают
ознакомиться с договором, ему предлагают ознакомиться с правилами размещения, с тем, что вот где он, какие рекомендации ему необходимо соблюсти, да, то есть зарегистрировать там, в налоговой, еще где-то, то есть, ну, чтобы человек понимал, что, например, если ему поступает звонок, и по этому звонку ему предлагают вступить в некий какой-то там проект с очень огромными выплатами, да, и так далее, и ничего при этом не предлагая ему подписать или ознакомиться с какими-то правилами, или там зарегистрироваться в личном кабинете, там, ну, что-то, вот какие-то действия, на что должен человек все-таки обратить внимание, когда он начинает свой путь в инвестициях? Вот первое, на чем он должен проверить себя в первую очередь? Правильно ли он делает? Так, ну, вернемся сейчас мы к криптовалютной бирже, да? Во-первых, у нас в Российской Федерации официально криптовалютной биржи нету. Они все находятся, ну, за рубежом, да? И если человек хочет зарегистрироваться на криптовалютной бирже, даже если она официальная, он все равно должен понимать, что это находится все за рубежом. И мы понимаем, какая может быть ситуация в связи с тем, что это зарубежная организация, иностранная организация, да, что даже если это все официально, в какой-то момент могут отказать в обслуживании физических лиц, граждан Российской Федерации. Такое может быть. Поэтому даже официально вы можете деньги потерять. Но что уже говорить о том, что неофициально. Да? Обязательно должна быть верификация ваших данных. То есть вы отправляете свои документы, вы отправляете скан своего паспорта, вы отправляете название своей электронной почты, номер телефона. И проходите верификацию. С одной стороны, конечно, наверное, ну, это как-то все равно небезопасно. Вы отправляете свои официальные данные, да, персональные свои данные. С другой стороны, это если что-то пошло не так, горячая служба поддержки, да, может как-то, возможно, решить ваш вопрос. Да. Но вы отправляете же эти данные, все равно, получается, организации иностранные. То есть вы должны это понимать и осознавать. Тогда лучше все равно, если мы, ну вот как со сбережениями, да, то есть в какой валюте получаешь зарплату, в той и сберегай. И здесь получается то же самое, да, в инвестициях. Вот где ты находишься, вот внутри какого региона, вот лучше использовать вот разные продукты, но вот внутри региона, внутри именно страны. Ну, начиная с 2022 года такая ситуация у нас, что наш российский фондовый рынок, он отделен от мирового фондового рынка, да, и, соответственно, все, что находится внутри нашей страны, мы пользуемся этими продуктами финансовыми, которые предлагает нам фондовый рынок. Если вы хотите, чтобы, допустим, если вы раньше предпочитали иностранные какие-то активы, да, к сожалению, сейчас это, если вы находитесь внутри Российской Федерации, это, ну, проблематично это делать, но варианты все равно есть. Например, это замещающие облигации, так называемые, да, которые еврооблигации раньше назывались, они были выпущены, допустим, в иностранной валюте, недружественных стран, да, это доллар, евро. Сейчас они заместились здесь, внутри российского контура, и торгуются как замещающие облигации. Да. У них все равно будет по эмиссионной документации, значит, стоимость там, в той валюте, в которой они изначально были выпущены, а зачисляться будет и купон, и, значит, номинальная стоимость при погашении в рублях. То есть получается, что это все равно как ваша валютная диверсификация вашего портфеля. Это первый вариант. Второй вариант – это, например, юаневые облигации. Это если вы хотите, чтобы у вас именно присутствовала иностранная валюта. Это юань, это дружественная валюта. Да? То есть вы можете в свой портфель добавить юаневые облигации. Вам будут купон выплачивать в юанях. Да? И номинал вернется при погашении тоже в юанях. Вот, пожалуйста, у вас все равно иностранная какой-то, ну, составляющая какая-то в портфеле у вас есть. Да? Вот. Можно вот таким образом поступать. Ну, а если вы хотите все-таки, чтобы у вас не только были рублевые активы, то тут уже нужно находить варианты в дружественных юрисдикциях, где могут, как гражданину Российской Федерации, открыть брокерский счет и там уже приобретать активы дружественных стран. Например, вот китайский фондовый рынок. Сейчас там коррекция, очень интересно. Наверное, можно составить неплохой портфель. Да, и это же можно, опять же, сделать все в финансовых организациях, либо в официальных брокерских конторах. Финансовые советники вас
проконсультируют по этим вопросам, если у вас есть интерес. Спасибо большое, Светлана Александровна, за очень интересное интервью. Я уверена, что наши телезрители получили информацию, которая поможет им сохранить свои деньги и не вступать в сомнительные инвестиционные проекты. Большое спасибо. Поскольку финансовый рынок представляет собой плохо прогнозируемую и высоко рискованную сферу, многие начинающие инвесторы склонны доверять всякого рода слухам. Мошенники пользуются этим и нередко предлагают новичкам вложить деньги в сомнительные проекты. Среди инвестиционных мошенников встречаются отличные психологи. Они ловко играют на слабых струнках человеческой природы, знают, как вызвать интерес, как расположить к себе и как заставить человека отдать все свои сбережения. Концепция инвестиционного мошенничества, как и любого другого мошенничества, достаточно несложная. Она укладывается всего в 3 этапа. Вызвать доверие, надавить на эмоции и получить результат. Чтобы вызвать у потенциальной жертвы доверие, мошенники могут представляться сотрудниками известных компаний, используют профессиональную терминологию, хорошо разбираются в инвестициях и очень внимательны к деталям. В надежности и доходности будущих вложений клиента убеждают, активно используя все возможные методы, например, модные сайты с обилием информации на английском языке, котировками акций, биржевыми табло и даже диаграммами. После того, как человек поверил в открывающиеся перед ним невероятные перспективы, мошенники умело давят на эмоции, чаще всего оперируют человеческой жадностью. Помните, как лиса Алиса и кот Базилио предлагали Буратино закопать его деньги на поле чудес. Они заманивали его обещаниями, что на утро его несколько монет превратятся в миллионы. Вспомнили? С вами была Рита Якушева и передача про деньги. Старайтесь больше доверять официальным источникам информации и проверять на достоверность все поступающие к вам предложения, особенно если это касается ваших денег. До новых встреч в эфире.